Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Мы открыты для всех партнеров. Владимир Путин провел совещание с правительством. Расскажем главное. В Ленске с опережением реализуют программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Что больше пользуется спросом – квартиры или компенсации? Строительство Дворца детства в Мирном под контролем властей республики. Глава Минобра лично осмотрела стройплощадку самого большого образовательного центра в районе. Мы открыты для всех партнеров. Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент отметил, что для компаний, которые уходят из России, нужно вводить внешнее управление и передавать их тем, кто хочет работать. При этом добавил, что Россия не собирается закрываться и открыта для всех партнеров. Кроме того, по словам Путина, в текущем году хороший прогноз на урожай, сохраняется и экспортный потенциал. Также необходимо довести до конца всю начатую стройку и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Необходимо сделать все, чтобы сохранить темпы выдачи ипотеки. А еще власти России не будут проверять бизнес до конца года. Тем временем 12 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины прибыли в Нерюнгринский район. Это 4 семьи с несовершеннолетними детьми. Им оказывают содействие в обустройстве. Так, детей устроили в образовательные учреждения. Медучреждение провело необходимые противоэпидемические мероприятия и медосмотры. Кроме того, семьям с участием местных жителей оказали помощь в виде медикаментов, детского питания, одежды. Ранее глава района Роман Чигильняк заявил, что в Нерюнгринском районе могут принять и разместить порядка 500 граждан из Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, угледобывающая компания «Колумар» готова трудоустроить беженцев, имеющих необходимую квалификацию. К другим темам в Ленске с опережением реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Масштабная застройка центра города продолжается, а собственники аварийного жилфонда только успевают паковать вещи. Рады ли новоселы и что пользуется спросом – квартиры или компенсация, выясняла Анна Кожевникова. Ключи от новеньких квартир в современных домах квартала Рабочий получают участники программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Практически все рады, ведь они перебираются из развалин в каменные многоэтажки ведущего в Ленске застройщика компании «Три семерки». Да и переезжают из отдаленных районов города в центр. Переехать. Семья Шишкиных новоселье отметили вместе с Новым годом. Они получили ключи буквально накануне праздника и не захотели уходить. В этот же день перевезли самые необходимые вещи и остались ночевать в новом доме. В рай попали. Вообще садик рядом, школы рядом, все в шаговой доступности, работа рядом. Уже мы такси не пользуемся, машиной не пользуемся практически. И это неудивительно, ведь те условия, в которых жила многодетная семья, далеки от идеальных. Там промзона. Вот двухэтажки стояло, ни детей не вывести. Постоянно эта канализация бежала. Вонь. Ну, сами можете представить, что там. Подарок на Новый год администрация сделала. Ну, рады. Да, благодарны администрации. Спасибо большое им, что попали по программе переселения. Отдаленность от центра, постоянно бегущие реки, канализации, питьевая вода с лохмотьями ржавчины, бездомные собаки. Те ужасы, в которых жила семья с маленькими детьми, теперь позади. Вспоминают об этом, как о страшном сне. Отдаленность от школ, от садиков, вот все, вот мы постоянно мучились. И это хорошо, что машину купили, вот ездили. А так без машины мы бы могли здесь вообще. Автобусы всегда переполнены и едут с разведчикой. Бывало, что и вообще не ходили, возвращались, просто не лазили в автобус. Воды у нас холодной вообще здесь не было. И вот потом, слава богу, сделали, но зимой все равно ее таковой не было. Мы кипяток остужали. Там у нас бачок стоит, мы остужали, чтобы детей мыть, разбавлять воду. Ну, много здесь трудностей. То канализации постоянно бегут. На улицу детям не выйти, ни площадок, ничего не было.
Собаки, наверное. Собаки постоянно, вот с баз собак очень много. А самое главное, что вместо однокомнатной Шишкины получили двухкомнатную квартиру, которая на 10 квадратов больше их предыдущей. В одной комнате разместились сыновья, в другой – родители. Пока только обставляют квартиру. Хочется купить новую мебель, но уже готовят рассаду. Оксана мечтает украсить балкон цветами. А из окна виден детский сад, куда ходит младший сын. Недалеко и школы, где обучаются старшие дети. Младший в садик ходит, старший во вторую школу, средний во вторую начальную. Магазины, все рядом, все в шаговой доступности. И скоро таких новоселов будет еще больше. Программа переселения в Ленске реализуется с опережением. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Агрокомплекс «Саюри» объяснил рост цен на свои овощи подорожанием импортных товаров. Их используют в производстве. Руководство компании увеличило цены для оптовых клиентов комплекса на 10% в связи с существенным ростом стоимости импортных агроматериалов, удобрений и семенного фонда, говорится в сообщении. Отмечается, что ранее рост цен не превышал 4-6%, а также имелись периоды снижения стоимости. В фирменном магазине «Саюри» в селе Сырдах можно приобрести томаты по цене 270 рублей за килограмм, огурцы за 255 рублей. Между тем, министр экономики Якутии Майя Данилова подчеркнула, что в условиях санкций предприятиям торговли важно не завышать цены на уже закупленные товары. Для этого власти региона предложили ряд мер. Так, власти республики предложили установить минимальную ставку в размере 1% на налогообложение по упрощенной системе доходы, а для плательщиков на базе доходы минус расходы 5%. Для компании оптовой торговли намерены запустить меры с субсидиями и частью процентной ставки по кредитам. Также для поддержки предприятий торговли хотят докапитализировать фонд развития предпринимательства на сумму свыше 500 миллионов рублей. Из них 400 миллионов будут выданы в виде льготных займов. Отопительный сезон в Якутии еще не закрыт, но энергетики Якутской ГРЭС начали подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. В этом году ремонтная кампания на ГРЭС-1 стартовала с капитального ремонта газотурбинной установки номер 8. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Дефектоскопия гребней и ротора турбины – одна из трудоемких работ в рамках капитального ремонта. Задача специалистов – найти даже самые мелкие трещины или поверхностные дефекты, которые впоследствии могут привести к поломке турбины. Это цветная дефектоскопия, трехступенчатая: первый пенетрант, очиститель, проявитель. То есть он наносится поочередно, протирается, получаем результат. Там получается индикаторные следы. Если дефект округлый, да, там точка. Если дефект протяженный в виде трещины, там ломаная линия. Собственно, по ним мы выявляем дефекты. Газотурбинная установка – это сердце якутской ГРЭС. На ГРЭС-1 таких установок 5. За счет мощностей ГРЭС-2 и якутской ТЭЦ вырабатываемым электричеством удается обеспечить не только жителей столицы, но и центрального энергорайона. На сегодняшний год в рамках ОЗП отопительно-зимнего периода у нас запланировано капитальный ремонт ГТО-8, ГТО-2, а также основного оборудования и вспомогательного. Параллельно также на этот год запланированы ремонты пиковых водогрельных котлов, газопроводов, оборудование по жидкому топливу. То есть полный объем, все, что в этом году запланировано, у нас все происходит в штатном режиме. Центральный щит управления полностью контролирует режим работы всей станции, в том числе и во время капитального ремонта. Если возникнет какая-либо непредвиденная ситуация, изменение любых параметров на табло, сработает световая и звуковая сигнализация. Следим, контролируем параметры за каждым турбоагрегатом, показания частоты, напряжения, нагрузки на станции. То есть отвлекаться тут вообще нельзя, да? Нет, нельзя. Полностью нужно сидеть. Да, абсолютно внимательно должны контролировать параметры. Работы на 8-й газотурбинной установке будут проводиться до начала мая. Далее по графику в капитальный ремонт будет выведена газотурбинная установка номер 2. Ремонтная компания не сказывается на энергосбережении потребителей. Это очень стратегическая задача, и, соответственно, мы разработали на этот год все планы, графики ремонтов, соответственно, заключили договора с подрядными организациями, и будет работа производиться на 2 станциях, на ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Это полностью охватывает все оборудование, ремонт. И, как всегда, ежегодно мы подготовимся
в установленные сроки и в ноябре получим паспорт готовности. Для этого все у нас есть и запчасти, и люди. 5 газотурбинных установок Якутской ГРЭС-1 предварительно будут эксплуатироваться до 2026 года. Далее здесь планируется запуск второй очереди Якутской ГРЭС-2, строительство которой уже ведется. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Идем далее. Накануне во Всемирный день почки Центр современной нефрологии и диализа организовал круглый стол. Главная тема обсуждения – актуальные вопросы организации медицинской помощи нефрологическим больным с коронавирусом, находящимся на заместительной почечной терапии. Врачи-нефрологи обменялись опытом с коллегами из Москвы по телемосту. Говорили о вопросах совершенствования организации, обеспечения доступности перитонеального диализа как на уровне субъектов, так и на федеральном уровне. В прошлом году Центр современной нефрологии открыл инфекционное отделение для диализников. Такой подход смог обеспечить больным своевременное, а также специализированное лечение от ковида. Конца 2021 года у нас инфекционное отделение открылось именно для нефрологических больных. И для того, чтобы улучшить качество жизни пациентов, заболевших ковидом, нефрологических больных, решено было открыть ковидное отделение. И получается, с момента открытия у нас поступило 80 больных на гемодиализе. То есть они поступали, получали противовирусную, антибактериальную терапию и благополучно выписывались. Лечение как-то отличается? Для нефрологических больных лечение особо не отличается, только дозировка должна быть подобрана с учетом скорости клубочковой фильтрации. Воспитанников Якутской кадетской школы-интерната обучают в соответствии с воинскими традициями. Ребят, как и в вооруженных силах, учат военной подготовке. На базе школы-интерната работает учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Там проводят масштабные соревнования между школьниками, занимаются оздоровлением школьников, организуют сборы для ребят со всей республики. В прошлом году у нас Министерством образования и науки было выделено финансирование на то, чтобы оборудовать палаточный городок «Бастион». У нас закуплено несколько палаток больших армейских, общей вместимостью, каждая из них до 50 человек, на базе которой у нас проводятся занятия, организовываются инструкторско-методические сборы. То есть, допустим, те же самые занятия по огневой, по тактической, специальной подготовке проводятся. Более того, летом этого года уже будут организованы учебные сборы для юношей 10 классов, для студентов. И уже сейчас начинаются экскурсии, несмотря на холодное время года, краткосрочные экскурсии. Строительство Дворца детства в Мирном под контролем республиканских властей. Ирина Любимова, глава Минобра, лично осмотрела стройплощадку самого большого образовательного центра в районе. Напомним, возвести Дворец детства в алмазной столице планируют к сентябрю. Алроса выделила на проект 230 миллионов рублей. В 4-этажном здании расположится детский технопарк, культурно-образовательный центр и другие секции. Получать дополнительное образование в центре смогут одновременно 400 ребят. Важность доп. Образования в Мирном обсуждали на совещании при Министерстве образования. Система дополнительного образования, она должна быть единой, выстроенной, и она тоже должна давать результаты именно в развитии личности каждого ребенка, ориентированного, чтобы каждый ребенок получал те компетенции, которые сегодня нужны, те профессии, которые нужны сегодня для жизни. Вместе с представителями местной администрации Ирина Любимова обсудила и комплексный план развития образования в районе до 1935 года. Министр выделила 3 основные задачи – повышение качества образования, профориентация школьников, а также развитие Мирнинского регионального технического колледжа, который для Вилюйской группы улусов является основным. Мы следим за развитием событий и увидимся чуть позже.